Еще одно. Мы говорим инша Аллах. Скажите инша Аллах. Скажите. Нет, инша Аллах. Скажите. Не иншаллах, иншаллах. Иншаллах, это неполноценно. Нужно выделить ударение. Инша и потом Аллах. Вот так надо говорить. По сути, здесь три слова. Ничего такого, если вы печатаете кому-то сообщение и напишите INSHAALLAH. Ничего такого. Особенно, если вторую «л» в слове «Аллах» вы напишете заглавную, то будет хорошо. Некоторые думают, если сказать иншаллах, то это будет ширк, ведь ты говоришь создать Аллаха. Они арабского даже не знают. Ведь чтобы сказать что-то богохульное, нужно сказать анши. Анши, не инша. Анши – это другая форма слова. А люди рассылают такие сообщения. Здесь не имеется этого в виду. Так что не думайте, что совершили куфр, сказав иншаллах. Но правильно нужно говорить инша Аллах. А почему вообще мы говорим инша Аллах? Мусульмане в общении друг с другом иншаллах, иншаллах, иншаллах. Почему? Ведь о чем здесь речь? Это целый образ мышления. Это значит, я хочу выполнить эту работу, или я хочу встретиться с тобой, или я хочу сделать то-то и то-то. Но я знаю, что у меня нет способности выполнить это, или встретиться с тобой завтра, или выполнить такую-то задачу. Я знаю, что я не смогу этого сделать, пока намерение, которое я сделал. Я ведь что-то захотел, я сделал намерение встретиться с тобой завтра. Я сделал намерение выполнить эту задачу. Я сделал намерение, что я то-то и то-то сделаю. Но я знаю, что это моя воля никогда не будет осуществлена, пока воля Аллаха не совпадет с моей волей. Если Аллах пожелает, чтобы я это сделал, то я это сделаю. А если Аллах не пожелает, чтобы я это сделал, этого не случится. Поэтому я добавляю: брат, я встречусь с тобой завтра, если пожелает Аллах. Инша Аллах. Вот что это значит. Если пожелает Аллах, то есть, если Аллах также пожелает то, чего хочу я, то это случится. А если Аллах не пожелает, неважно, как сильно я стараюсь, не получится. Но я полагаюсь на Аллаха, надеясь, что Аллах также пожелает то, чего хочу я. Так мы в жизни и применяем нашу акиду, нашу веру, правильным образом. То есть я знаю, что не обладаю силой. Я постараюсь изо всех сил, но если Аллах не поможет мне, если Его воля не совпадет с моей, то этого не произойдет, и я в это верю. А если этого не произойдет, смотрите, если этого не произойдет, я не расстроюсь. Ведь Аллах этого не пожелал. Если Аллах этого не пожелал, хорошо, я доволен этим. Чего бы Аллах не пожелал, я доволен этим. Если Аллах этого не пожелал, то, я надеюсь, я поступил правильно. В этом и есть смысл инша Аллах. А некоторые мусульмане используют инша Аллах, чтобы отделаться от тебя. Допустим, брат, когда мы встретимся? Иншаллах, иншаллах, иншаллах. Типа отвали. Отвали. Я только что сказал имя Аллаха. Иншаллах, не беспокойся, смотри, я сказал имя Аллаха. Все будет нормально. Типа смотри, я серьезен. Для некоторых инша Аллах значит, что, мол, я серьезен, хотя он не серьезен. И это нехорошая черта. Это плохой способ вот так отделываться от людей. Смысл инша Аллах в том, что я действительно всерьез намереваюсь сделать это. Должно быть серьезное намерение. Человек должен хотеть это сделать. То есть, если только Аллах поддержит мой выбор, мою волю, то я это сделаю, а иначе нет. Вот смысл инша Аллах.